Восточные улусы Казанского ханства нам известны по русским летописям. Причем по летописям синхронным, которые были созданы в конце 15 века. В Московском летописном своде конца 15 века перечислены самые дальние восточные территории Казанского ханства. Это события, связанные с 1469 годом, когда русские войска напали на Казань. Хан Ибрагим собрался со всей своей землей, и там перечисляются эти территории. Среди улусов называется Беловоложская земля, Акыдель-Улус, если перевести на татарский. Также Камская земля, Чаллы-Улус. Затем называется и Башкирская земля, Сылвинская земля, Костяцкая земля, то бишь Иштякская земля, и некоторые другие территории. Территория, западная часть современной Башкирии и восточная часть современного Татарстана как раз соответствует Камскому улусу и Акыдель-улусу этой территории. На этой территории зафиксировано несколько тюрко-татарских родов или племен. Конечно, это источники позднего происхождения, это Шаджаре в основном, но есть и отдельные упоминания на эпитафиях о тех или иных родах. Наиболее известным родом в восточных улусах Казанского ханства является род Гирей. Марсель Ахмедзянов обнаружил 7 списков шаджаре этого рода, в основном в Актанышском районе, также в Сарманском районе и Мензелинском районе. Также он обнаружил около 20 списков шаджаре рода Гиреид в Азнакаевском районе. Известно по памятникам эпитафии о том, что на территории Казанского ханства в Муслимовском районе жил род Табын. Далее можно назвать по данным топонимики шаджаре и по памятникам эпитафии также род Кунград, род или племя Кунград, затем племя Катай, Уйшин и ряд других племен, которые можно соотнести с территорией Восточного Татарстана и Западной и Северо-Западной Башкирии. Когда эти племена появились на данной территории, это вопрос очень сложный, но в шаджаре и по данным летописей можно сказать, что в основном эти племена появились в эпоху Золотой Орды и во времена становления Казанского ханства. В одном из преданий говорится о том, что около 17 тысяч семей переселилось в Булгарский улус во времена хана Тахтамыша. Они переселились сюда для защиты Булгарского улуса от ушкуйников. Что интересно, сообщение этого предания подтверждается данными эпиграфики. В это время действительно отмечается изменение в языке, южное влияние, и это, можно сказать, косвенная информация подтверждается. Далее, естественно, во времена основания Казанского ханства, то есть вместе с Улуг-Мухаммадом, значительная часть новых племенных подразделений прибыла на территорию Булгарского улуса, на территорию Среднего Поволжья и в восточные улусы Казанского ханства. И эта информация уже подтверждается летописными данными. Например, в Казанской истории говорится о том, что к Улуг-Мухаммаду собрались
татары из разных орд, из Астрахани, из Крыма, из Большой Орды. И происхождение некоторых племен по родословным спискам связывается с уже ханом Сафа-Гиреем и с его правлением. В частности, происхождение самих гиреев можно связать с приходом Сафа-Гирея. Ну, известно, что и представители мангытского клана более прочные позиции занимают в Казанском ханстве именно при Сафа-Гирее. И возможно, что какие-то другие племена в это время пришли вместе с Сафа-Гиреем, или даже, может быть, Сахиб-Гиреем, то есть вот период правления гиреев в Казани. Теперь другой вопрос о том, насколько эти племена можно соотнести с башкирами. Синхронные источники 15-16 века, они никак не соотносят эти племена с башкирами. А тот башкирский улус, который упоминается в московском летописном своде конца 15 века, располагался намного более северной территории. Этот улус располагался ближе к Великой Перми. И об этом нам сообщает, во-первых, Андрей Михайлович Курбский в своем сочинении «Сказание о князе Московском». Он очень точно указывает на территорию, населенную башкирами. И он говорит, что башкиры населяли верховья Камы. Они жили на притоках, которые проистекают с Уральских гор, то есть вдоль рек, по которым можно было добраться до Сибири, миновать Урал. То есть на Среднем Урале, в районе современной Перми или немного южнее Великой Перми исторической, примерно вот на этой территории. Причем его данные, они подтверждаются другими синхронными источниками, например, указной грамотой Ивана IV Грозного Строгановым. Есть также упоминание о башкирцах в верховьях Камы в ногайских книгах от 1478 года, в сибирских летописях и в Строгановской летописи. В Строгановской летописи там даже называются притоки Камы, которые впадают в нее севернее современного города Пермь. И говорится, что именно там жили башкирцы. То есть ряд синхронных источников указывает на одно и то же местоположение. И более того, источники 17 века, рассказывая о минувших событиях, о событиях 16 века, также указывают на то, что некогда башкиры проживали на этой территории. В частности, можно здесь сказать о данных, которые указаны в грамоте Федора Михайловича от 1632 года, о старинных владениях башкирцев вдоль рек Мула, вдоль рек, которые впадают в Каму в районе современного города Пермь. Также путешественник, политик голландский Вицин в своем сочинении пишет о том, что в прошлом столетии, то бишь в 16 веке, башкиры проживали южнее Великой Перми, то есть южнее Чердыни немножко. То есть это как раз территория современной Перми. Это близ современного города Пермь. Но тут же есть некое указание на то, что уже в 17 веке началась миграция башкирцев в южном направлении. И, конечно, когда мы изучаем историю Казанского ханства, изучаем этническую историю Казанского ханства, это необходимо учитывать, что, во-первых, башкирский улус находился намного более севернее, чем мы думаем. Между башкирским улусом и улусом Акидель еще был Сылвинский улус, Иштякский улус, они южнее находились. Это видно и по песцовым книгам XVI века.
И соотносить племена, известные в Казанском ханстве, в восточных улусах Казанского ханства, такие как Гирей, Гиреид, Катай и другие, с башкирами мы не можем. Вот на этом у меня все. Спасибо за внимание.